Ceylan Kayran Yılmaz. Müşkili yok o zaman. Şapna. Ceylan Obuşkin Yuşamay. Şimdi gelmek ayak burada onda şirayından kaçmalılar. Şavunda şirayından kaçtı çok ne bana kıskıradı. Wow. Это был Ибрагим Бабуров burada. Бюлен, 29 числа в Национальном музее будет презентация твоей книги. Да. Расскажи, пожалуйста, о чем эта книга и чему она посвящена. Да, это 29 числа будет презентация моей последней книги, которая называется «Улып. Чуваш эпосы». Этот эпос я сначала исследовал по доцентской диссертации, писал книгу об этом эпосе. Но потом эпос, полный текст, я переводил на турецкий язык. А зачем ты этим занимался? Во-первых, я фольклорист и работаю в Турции в университете на кафедре турецкого языка, а сейчас уже на кафедре тюркского языка, на тюркских языках. И поэтому я уже почти 10 лет занимаюсь чувашским фольклором. А что интересного в этом произведении для тебя? Для меня интересно, во-первых, чувашские богатырские сказания. И чуваши всегда постарались писать полный эпос. Это последний и самый крупный эпос, самый крупный текст, поэтому мне интересно было. А что интересного узнал из этой работы? Какие параллели между турецким и чувашским? Это, конечно, не, как сказать, искусственный эпос, поэтому из народных сказаний есть элементы, можно много мотивов найти на тюркском фольклоре, но еще есть как бы уже современное мышление, это тоже можно найти. Поэтому мне это интересно. Я чуть-чуть сравнировал с финским эпосом Калевеле, потому что по форме они почти одинаковые. Так начинает, так разделить и так закончить почти. Ну, конечно, в тексте есть много фольклорного материала, он использовал. Вот. А какие ожидания от презентации твоей книги? Что это даст в дальнейшем, как ты думаешь? В дальнейшем. Во-первых, у меня работа, во-первых, я наукой я занимаюсь. Это есть научные дела. Но у меня, я всегда думал, что мне надо еще дела, чтобы показать чувашский культур в Турции на турецком языке. Потому что люди думают, что всегда старые тюркские культуры сохранились только в Сибири. И они всегда туда смотрят. Но я 2 года в Казани жил, и сюда, как сказать, часто я приехал, в деревню я часто ездил и жил, среди чувашей, среди язычников я жил. Но я видел, что и заметил, не только в Сибири, а среди чувашей это старые тюркские элементы даже побольше сохранились. О языках многие знают, что чуваши сохранили самые как бы архаические элементы. Но я уже видел, что не только языческие элементы, еще фольклорные элементы тоже, они очень хорошо сохранились. Вот. Это очень важно для меня.